Вы смотрите телепроект «Недвижимость в Якутии», и с вами я, Роман Пестерев. Образ городов меняется, но есть вещи, которые остаются неизменными. Стены Троицкого кафедрального собора помнят удивительные страницы истории не только Якутии, но и всего Дальнего Востока. В этих стенах молились о будущем нашей страны, ее настоящем, в котором мы живем. Стены этого собора нынче реставрируются, и реставрация – это достаточно долгий и серьезный скрупулезный процесс. Сегодня нужно некогда театр привести в то состояние, чтобы он нам снова напомнил о том, что здесь находился главный храм города Якутска, более того, первый каменный храм Якутии. Решение о восстановлении собора на его историческом месте принадлежит еще первому президенту Якутии, к самому началу 90-х годов. И, слава богу, в наши дни оно практически уже осуществляется. В эти дни мы видим, что собор не просто был передан, а торжественно, вполне естественно, без особых проблем и серьезных каких-то разобщений. Совместно с театром проводятся работы по планомерному передаче зданий, помещений Троицкого кафедрального собора. Сейчас в здании ежедневно совершаются очистительные работы. Буквально по одному кирпичу выносится некий исторический слой, который теперь заграждает взор на кафедральный собор. В первую очередь необходимо будет очистить храм от тех построек, которые со временем образовались вокруг Троицкого собора. Затем строительный отдел Якутской епархии приступит к самим реставрационным работам, так, чтобы вернуть исторический облик Троицкого кафедрального собора. Сейчас мы находимся в центральной части этого храма, главной части этого храма. Более того, сегодня уже передана северная часть, северный предел этого собора. В последующие месяцы будут передаваться остальные части храма. Пока еще в этих частях действует и трудится театр. Нужно отметить то, что на первый молебен на начало благого дела, который совершил епископ Якутский Ленский Роман 22 января 2014 года, уже едва поместились молящиеся люди, на этот молебен пришедшие. Среди молящихся были и первые лица нашей республики, были и труженики театра, и прихожане, которые давным-давно уже молятся во всех храмах нашего города и республики о том, чтобы собор вновь стал храмом, чтобы здесь вновь совершалась молитва, чтобы здесь вновь Господь слышал молитву и якутов, и русских, как это было уже издревле со времен святителя Иннокентия. Восстановление храма – это серьезный и нескоротечный процесс. Для начала нужно провести изыскательные работы, увидеть, в каком состоянии сегодня находится территория, стены и фундамент храма. В те древние времена каменные здания возводили не на сваях, а на ленточном фундаменте. Тогда предки были достаточно мудры, и этот большой труд, который они приложили для того, чтобы поставить здесь собор, и чтобы он стоял, он увенчался успехом. Видимо, несколько веков храм и его стены до сих пор стоят. А теперь нужно все это привести в порядок. И только в процессе этих изысканий мы сможем вместе с институтом, который имеет и опыт, и право на проведение таких работы с древними храмами, соборами, монастырями, составить проект по именно восстановлению и реставрации нашего собора. Научный мир нашей республики сегодня активно интересуется судьбой, которая была скрыта все эти десятилетия. Конечно, всем хочется не просто верить, что эти стены остались целы и невредимы, что они вновь будут отреставрированы и освящены, что собор не просто не потеряет свой внешний облик, но и продолжит свою жизнь. Главный вопрос по реставрации храма – это вопрос о том, чтобы храм был правильно, добротно восстановлен, чтобы мы учли все процессы, которые могли случиться по изменению почвы вокруг храма или под храмом, чтобы потом, после восстановления храма, его нагрузки дополнительным весом, как то сооружением куполов, иных конструкций, которые раньше храму принадлежали, а были снесены по тем или иным причинам, те древние стены, они остались целы и невредимы. Параллельно, конечно же, никто никогда не мешает труженикам истории, собирателям буквально по крупице древности нашего края, здесь поработать, здесь посмотреть что-то. Сегодня еще трудно говорить о дате окончания восстановления Троицкого собора, ведь восстановительные работы начались буквально на днях. Со слов отца Никона, многое будет зависеть от проектных работ, которые предоставит институт, согласно которым епархия сможет включиться непосредственно в реставрационную работу. Дорогие друзья, братья и сестры, я хотел бы вам сегодня здесь, в этих священных древних стенах, напомнить о той просьбе и благословении владыки Романа, епископа Якутского и Ленского,
который, совершая первое молебное пение перед началом реставрационных работ, просил всех нас, собравшихся, всех жителей города, да и республики, самое главное, чтобы мы ежедневно, каждый в своем храме, кто куда ходит, или дома на домашней молитве, но обязательно молиться о тех, кто здесь каждый день трудится, кто здесь совершает свой подвиг для того, чтобы история нашей республики, города, православия была торжественно восстановлена. Есть возможность трудиться, есть возможность добрых людей, людей доброй воли, есть необходимость молитвы о них. Пусть Господь слышит нашу ежедневную молитву здесь, в этих стенах, в наших домах, о том, чтобы собору быть. Надеюсь, вы получили ответы на интересующие вас вопросы. Встретимся ровно через неделю. Мы ваш ориентир в мире недвижимости.